Привет, ребята! Это наше первое жилье, которое мы сняли на 1 неделю. За эту неделю оно стоит $350, соответственно, в месяц это примерно 1300-1400 баксов. За эти же деньги разумно снимать one bedroom apartment, но one bedroom apartment вы не можете снять, пока не приехали, а такое жилье сдают русские русским. Это, по сути, достаточно крупный частный дом. Сейчас мы внутрь ненадолго заскочим, в котором 4 комнаты сдается, соответственно, большая кухня, living room, гостиная. Вот, так что мы здесь 4-я семья. Ну, считайте сами, сколько это выручка. Выручка с дома хорошая, потому что я посмотрел, дома в этом районе стоят в районе 2-2,5 тысяч долларов. Аналогичные, соответственно, ты его сдаешь, вернее, снимаешь, и на 4 семьи сдаешь, раскидываешь. Хороший бизнес, к которому я, собственно, проявляю заинтересованность на будущее к аналогичному. Единственный минус здесь конкретно, что, я думаю, это частая проблема русских, что они делают все на потому что, типа, ну, те, кто приезжают без документов, без всего, им же надо где-то жить, они снимут и так. И доходит немножко до идиотизма, что вот в комнате, например, в нашей нет ни столика маленького, хотя бы икеевского журнального, ни стуликов, ни стульчиков, ничего, кроме 6 плечиков и кровати. Ну, грубо говоря, проводить там дни немножко тяжеловато. Понятно, что, типа, уходи в общую комнату, но когда хочется уединиться, вот у нас много детей, например, ну, в комнате сидеть неудобно, потому что, сами понимаете, ну, каково сидеть просто на икеевском матрасе. Ну, такое себе. Хотя, казалось бы, ты нормальные деньги получаешь за это, и купи самую простенькую икеевскую мебель, хотя бы 1 стул, 1 маленький столик в комнатку, место есть, место, вагон. Ну, вот как-то так. То есть, типа, снимают и так, незачем улучшать условия. Ну, и надо понимать, что это все-таки недешево. Так что следующий видос, наверное, будет про то, как мы сняли классное жилье в апартах, благодаря нашим друзьям. Пока давайте посмотрим этот домик. Большая столовая, и это не гостиная. Со столом, за которым можно разместить всю семью, и просторная светлая кухня, это, конечно, круто. Райончик, конечно, классный, очень тихий, очень зеленый. Кругом животные ходят, то есть вы постоянно белочки здесь прямо на участке, индюки, курочки есть, 2 скунсов видели неподалеку. В общем, природная жизнь кипит, прям как будто на классной даче в России. На подъезде к дому большой драйвей, на который влазит 3 машины, и большущий гараж, внутри которого спрятана целая прачечная с сушилкой и стиралкой. В общем, стиральная машинка огромная, огромная просто. Я 1,75 м. Машинка поразительная, мощная, реально большая. Вся сенсорная, на удивление, хотя не выглядит супер новой. Барабан. Просто. Сюда влезет целое одеяло и подушки. Это вообще не наши 6-10 килограммов. Чтобы дотянуться до дна, нужно туда прям нырять. В общем, это либо на большую семью, либо большие объемы. Круто, классно. Ну и зацените размер гаража. По сравнению с таким большим гаражом, интересно смотрится на контрасте ванная. Тем более, учитывая, что она на такой большой дом всего лишь 1. Ну, как говорится, слова здесь излишни, смотрите сами. И это забавно, ох уж эти лечки американские, которые не подвинут ни туда, ни сюда. С другой стороны, здесь большой бэк-ярд, он же внутренний двор. И такая же соразмерная ему гостиная. Напоминаю, это не кухня, это отдельная комната. Проходим по темным коридорчикам до нашей комнатки, которая, как я и говорил недавно, обделена практически во всем. Хотя, с другой стороны, даже хорошо, что ее держат в таком состоянии, потому что для нас это выступило мотивацией, как скорее съехать. Давайте вернемся к вопросу о том, почему не просто снять апарты. Почему тяжело поначалу? Потому что для апартов вам надо показать деньги на карточке банковской, на банковском аккаунте, а у вас нет местного банковского аккаунта. Кому-то немножко везет, кому-то прокатывает показать деньги на долларовом счете карты Тинькофф.
В общем, на самом деле очень все зависит от человеческого фактора менеджера, от времени, когда вы приехали, потому что условия меняются. Например, друзья, которые нас притащили в апарты, в которые мы заедем в следующем видео, у них были абсолютно другие условия, в отличие от наших. Ну, дело даже не в сумме, потому что сумма плюс-минус одинаковая, а условия. Сумма депозита, сумма денег на счете, проверки, которые надо пройти. В любом случае, дистанционно это сделать, если вы только приезжаете в Америку, не получится. У нас на это ушла, ну, примерно неделя. То есть на прошлой неделе в четверг вечером мы заехали, сегодня пятница, 3 часа дня, и вот сегодня мы переезжаем. Сейчас мы сняли апарты, зашли в пустую комнату, подписали все документы, получили ключи, и вот сейчас будем отсюда переезжать. Ну, соответственно, что сделано за неделю? За неделю снята машина, оформлены симки, оформлены банковские карты, найдены деньги в долг, закинуть их на счет, чтобы показать сумму. Проведены переговоры с менеджером, несколько дней мы приезжали, обговаривали все, заполняли анкеты и тому подобное. Да, ребята, здесь все иначе, чем в России. Об этом будет следующий видос. Это термостат от центральной климатической установки на весь дом. Он стоит в коридоре. На нем выставляешь желаемую температуру и выбираешь режим обогрев или охлаждение. По комнатам разведены воздуховоды с решетками, которые ты можешь открыть или перекрыть. И из них дует теплый или холодный воздух, пока помещения не нагреются до требуемой температуры. Кстати, забавная особенность американщины, вот уже мы в скольких домах были, в сколько съемном жилье, нет потолочного общего освещения в комнате, только локальный свет. Ну, напишите в комментариях, кстати, как вы к этому относитесь. В целом, забавное.